Салям алейкум. Вітаю вас всіх. Мое имя Дэйню Жалимас. Я являюсь председателем Конституционного суда Литовской Республики. Но больше сегодня я даже хотел обратиться к вам и в личном качестве. Уже 7 лет, как я лично внимательно наблюдаю за деятельностью телеканала АТР. В начале 2014 года именно этот канал для меня был источником прямой и правдивой информации о в то время происходящей оккупации Крыма российскими войсками. И еще долго он оставался именно единственным источником правдивой информации из уже оккупированного Крыма. И сегодня он является символом крымско-татарского народа, поскольку это единственный во всем мире известный телеканал, который посвящен именно крымско-татарскому народу, его истории, культуре, религии и тем будням, трагическим будням, которые происходят сейчас в оккупированном Крыму. Но этот канал не может пониматься как только крымско-татарский. Он в то же время и украинский телеканал, поскольку мы все прекрасно понимаем, что Крым будет украинским настолько, насколько он будет крымско-татарским. Крымско-татарский народ доказал, что он является единственной надежной опорой Украине в этом оккупированном регионе. И поэтому я думаю, что финансирование или даже закрытие телеканала АТР не является просто делом бизнеса. Это государственно важная задача. Это государственно важный вопрос. Я хотел бы вам сказать и то, что, я думаю, как по Конституции Литвы, так и по Конституции Украины, государство должно способствовать развитию своего информационного пространства, должно способствовать той некоммерческой миссии таких телеканалов, как АТР, которые на самом деле осуществляют и государственные задачи. Я думаю, что телеканал АТР является символом крымско-татарской борьбы за свободу на своей исторической родине, символом и самой Украины, которая борется за оккупацию Крыма. Поэтому потерять телеканал АТР в настоящих условиях — это значит сделать большой шаг назад на пути деоккупации Крыма. Поэтому я призываю вас всех найти самые достойные, самые мудрые решения этого вопроса. Я думаю, что Украина действительно является достаточно богатой и достаточно имеет политической воли для того, чтобы сохранить такой канал, как АТР, который, как я уже упомянул, является именно в деле деоккупации Крыма символом крымско-татарского народа, символом и тех украинцев, которые борются за освобождение Крыма. И я думаю, что это решение, если надо, может быть приниматься и на законодательном уровне, поскольку это является делом всех, делом всей Украины, делом и нас с вами, которые тоже стремятся к тому, чтобы в этом мире не осталось порабощения, в этом мире восторжествовала свобода, а это невозможно без деоккупации Крыма и возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. Я верю, что Украина способна достойно решить этот вопрос. Слава Украине!